Энергетические напитки сегодня продаются в открытом доступе в любом магазине или ларьке вполне легально. Продукт не вызывает алкогольное или наркотическое опьянение. Пить энергетик в общественном месте не возбраняется, а молодых людей с жестяной банкой в руках на улице можно заметить везде. Но что тогда не так? Большинство таких напитков имеют схожий состав: сахар, кофеин, таурин, L-карнитин и разного рода химические подсластители. Основными вредными веществами, которые содержатся в энергетических напитках, это в первую очередь кофеин. Он содержится в больших дозах, то есть это такая ударная доза. И, как я сказал, эти аминокислоты. Вот эта ударная доза кофеина в первую очередь влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Это нарушение ритма сердца, это повышение артериального давления, это учащение пульса, это нагрузка на сердечную мышцу. Плюс еще и вызывает нарушения в плане работы непосредственно психики. Это панические атаки, это тревожность, это взвинченность, раздражительность. Вот, даже есть ситуации, когда энергетические напитки стали фактором дебюта психических заболеваний, таких как шизофрения, биполярное расстройство. Кофеин содержится и в кофе, только здесь он в 8 раз больше. Ударные дозы кофеина приводят к серьезным проблемам с сердцем, а его комбинация с углекислым газом и сахаром опасна для желудка и печени. Даже редкое употребление энергетика может вызвать приступ аритмии. Особенно это касается людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Там же мы понимаем, что когда человек начинает их употреблять, если вначале там одну банку там редко, да, пьет, то со временем уже у него обязательно в день по несколько банок потребность бывает выпивать. Поэтому такое большое количество этих вредных веществ, поступая в организм, вызывает определенные нарушения в работе. Энергетики в виде сладкого газированного напитка, обогащенного высокой дозой кофеина, появились в 1962 году в Японии. Интересно другое. Энергетик тогда был создан, чтобы заменить амфетамин, очень популярный в стране наркотический психостимулятор, который был запрещен в 50-х годах. Так страна боролась с волной суицидальных случаев убийств. Клиники были заполнены больными с шизофренией. Докторам пришлось изучать биполярные расстройства личности и работать с больными уже по-другому, на более серьезном уровне. Аналогичная ситуация произошла и в США, когда объявили сухой закон. Начали производить как колу, то есть напиток, да, газированный, скажем так, лимонад с добавлением листьев коки. Вот решили обойти вот таким образом этот запрет. Уже в последующем и Европа, и США, и Россия, да, уже были вовлечены в распространение этих энергетических напитков. И на сегодняшний день мы знаем, да, и в нашей республике это получило широкое распространение. Энергетик вызывает возбуждение нервной системы и временный прилив сил, заставляя работать организм в непривычном для себя темпе. Принимая энергетик, систематический риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей увеличивается. Они могут вызвать эрозии, образование язв как в желудке, в пищеводе, так и в кишечнике. А помимо этого, из более таких безобидных побочных действий, что проявляется после употребления энергетических напитков, это тревожность, бессонница, агрессивность, тахикардия, то, что я сказала ранее, это учащенное сердцебиение, повышение артериального давления. Энергетические напитки буквально кишат различного рода химическими компонентами, а это самое настоящее токсическое воздействие на печень. Еще одна проблема заключается в том, что потребителями энергетических напитков часто становятся совсем юные дети. На них энергетики действуют еще сильнее. От подобного допинга их сердце начинает биться чаще и сильнее, что может спровоцировать развитие ишемических болезней, а при большой дозе напитка даже привести к остановке сердца. Во многих регионах нашей страны местным законодательством введен запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Оно и понятно, кормить растущий организм ядохимикатами и надеяться на адекватное поколение и их здоровое будущее просто нелогично. Они могут вызвать вплоть до гепатита, это то есть токсическое воздействие на печень. Поэтому очень нежелательно употреблять вот эти напитки энергетические. И в первую очередь есть очень много пациентов, в том числе и молодые, они не знают про свои заболевания, в том числе, допустим, если взять тот же самый сахарный диабет. То есть у некоторых бывает нарушение толерантности к глюкозе,
и не зная, что у них имеется сахарный диабет, в этих напитках очень большое количество сахара содержится, ну и много других веществ, которые вредно воздействуют на организм. Это может привести к гипергликемическому состоянию, то есть резко повысить сахар. Запрет предполагается ввести и у нас в Ингушетии, рассказал главный нарколог региона Джамбулат Ваделов. Но пока нам самим следует обратить внимание на явную угрозу. Взрослым просто поразмыслить, а детей вразумить. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.